Урматтуу мусулман мекендештер, ыйык ороз айында ар бир өзгө орозону жакшы кармап, жакшылыкта, эсенчиликте жеңил өткөрүүнү жаратканыбыз насип этсин. Кармаган орозобузду Аллахым кабыл кылсын. Москвада күнүмдүк орозо убактылары баягы эле Китеп Медиа телеграм группасында күндө чыгып турат. Китеп Медиа телеграм группасынын ссылкасын астына коюп койдук. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Россиядагы мигранттарды ойлондурган чоң көйгөйлөрдүн бири мигранттардын реестри боюнча Россиянын МВД башчысы Колокольцев толук маалымат берип кетти. Ошондой эле ал реестрге кандайча түшүп калышкан жана ошол реестрден чыгуу жолдорунда толук түшүндүрдү. Владимир Колокольцевдин айтымында көзөмөлгө алынган адамдардын реестринде учурда Орусияда мыйзамсыз жүргөн 685 миң жаран бар. Башкармалыктын 2024 жылга карата ишинин жыйынтыгын чыгарып жатып, Колокольцев кылмыштуулуктун деңгээли бир топ кыскарганын баса белгиледи. Ошону менен бирге министр мыйзамсыз эмгек жана башка мигранттар менен байланышкан кылмыштуулуктун көбөйүшү көйгөйүн белгиледи. Понятно, что оперативная обстановка, но она не может быть, мягко говоря, простой. Понятно, что она, скорее всего, непростая. Как в такой обстановке работает ведомство и каких результатов удается добиваться? Обстановка, она действительно непростая. Продолжается специальная военная операция. В приграничных регионах проводится контртеррористическая операция. Высокий некомплект личного состава. Но в любом случае ситуация остается под контролем органов правопорядка. Что мне дает основание так утверждать? Во-первых, сокращается преступность. И она достаточно существенно сокращается. Убийства сократились на 10%, на 21% сократились грабежи, на 16% сократились разбойные нападения, квартирные кражи сократились. Но неискушенный зритель скажет, ну это в этом году. А если посмотреть, например, за 10 лет, то еще более существенная такая картина происходит. На 20% общее количество преступлений сократилось. Разбойные нападения, квартирные кражи в 5 раз сократились. Сократились убийства в 1,7 раза, в 4 раза грабежи. То есть все это показывает и подтверждает тот факт, что обстановка из года в год, несмотря на сложности, остается под контролем органов правопорядка. Да, у нас есть проблемы, мы их не скрываем. В чем проблема? Вот опять-таки, если зритель посмотрит официальную статистику, скажет, ну у вас же тяжкая преступность подросла в этом году. Но если посмотреть подробно, о чем идет речь? Речь идет о киберпреступлениях, о преступлениях, которые совершены с помощью информационно-коммуникационных технологий. Да, у нас здесь рост на 13%. Но с учетом того, что эти преступления в общей массе преступности занимают 40%, поэтому вот эти цифры, они, конечно, падают на общую картину состояния дел с тяжкой преступностью. Но в любом случае мы знаем и понимаем, что нужно работать комплексно именно вот в этом направлении. По поручению президента МВД разработала концепцию создания государственной системы противодействия преступным деяниям, совершенным с использованием информационно-коммуникационных технологий. Уже в декабре эта концепция правительством была утверждена. Основная суть, основная цель создания этой концепции, что мы предлагаем? Мы предлагаем организовать цифровую платформу, где в оперативном режиме можем производить обмен информацией правоохранительных органов, Центрального банка, кредитных учреждений, операторов связи, для того, чтобы вырабатывать общие подходы, делиться информацией и в оперативном режиме пресекать возможные мошеннические операции для того, чтобы наши граждане не оказались жертвами вот этого обмана. Ну а если посмотреть еще, что подтверждает вот мое высказывание о том, что обстановка непростая, но она находится под контролем. За год изъято было 28 тонн запрещенных веществ. Это касается вопроса борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Сократились дорожно-транспортные происшествия. Сократилось количество погибших, раненых в этих дорожно-транспортных происшествиях. Много внимания уделяем развитию госуслуг. Я назову такую цифру, что за год в наше ведомство посредством госуслуг в электронном виде обратилось 94 миллиона. И вот с таким потоком мы справляемся. Опять-таки, несмотря на небольшой некомплект, на СВО, на КТО, в любом случае обстановка продолжает находиться под нашим контролем. Клиника Асмед жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург,
гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Стратонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 0202. Вот как раз про новые технологии. Одна из социально значимых тем – это тема мигрантов, и я знаю, что МВД запустила реестр контролируемых лиц. Что это такое, для чего нужно и что дает, что в итоге должно дать? Реестр уже действует в течение месяца. Не скрою, наше ведомство его разрабатывало, мы были инициатором. 3 года мы его пробивали с учетом всех возможных бюрократических проволочек. После событий в Крокус-Сити это все вошло в практическую плоскость, и вот уже с февраля он вступил в свою силу. Этот реестр контролируемых лиц. О чем идет речь? Главная цель этого реестра – это ограничить количество незаконно находящихся в нашей стране иностранных граждан. То есть тех граждан, которые утратили законные основания пребывания в нашей стране. В этом реестре находится 685 тысяч граждан. Да. Для этих граждан предусмотрены серьезные запреты. Во-первых, им нельзя покидать место жительства, нельзя покидать тот субъект Российской Федерации, в котором они проживают. Нельзя оформлять банковские, проводить банковские операции для граждан, которые находятся, иностранных граждан в этом реестре. Нельзя заключать браки, нельзя сдавать там экзамены на вождение автотранспортными средствами. В общем, много таких нельзя. Все это делается к тому, чтобы этого гражданина сподвигнуть, легализовать свое пребывание в нашем государстве и перейти из разряда незаконно находящихся в разряд легально находящихся здесь, занимающихся трудом и находящихся под контролем правоохранительных органов. У этих граждан для того, чтобы легализовать свое пребывание, есть срок определенный 30 апреля. До 30 апреля они должны явиться в органы внутренних дел, легализовать свое пребывание, предоставить необходимые документы, и только тогда они будут исключены из этого реестра. И в чем еще особенность вот этого реестра контролируемых лиц? Любой гражданин совершенно бесплатно может обратиться на портал Министерства внутренних дел, на портал государственных услуг и проверить при приеме какого-то иностранного гражданина к себе на работу, проверить, находится ли данный гражданин в списках вот этого реестра контролируемых лиц. Если он там находится, соответственно, ни о каком вопросе его трудоустройства, проведения каких-то банковских операций быть речи не может. Иначе этому гражданину, этой организации придет штраф, и причем достаточно солидно, особенно для юридических лиц. Поэтому все делается для того, чтобы вывести этих иностранцев из тени и, соответственно, их легализовать и сподвигнуть их к законному пребыванию в нашей стране. В этом году ситуация с пребыванием иностранных граждан у нас в стране не ухудшилась, общее состояние правопорядка, а даже преступность среди них несколько повысилась. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз. Жалпы Москобар катталуучуларына ыйык орозо айында ыйык Мекке шаарынан ыйык Кабанын алдынан салам жолдойбуз. Кармаган орозоңуздарды Аллахым кабыл кылсын, ар бирибиздин күнөөлөрүбүздү кечирсин. Ар бир үй бүлөгө бакубатчылык, токчулук, молчулук, эки дүйнө бактылуулук берсин. Ден соолукта берекелүү өмүр берсин. Тапкан рызкыбызды адалдан кылып, берекесин мол кылсын. Мекенибизге тынчтык, туура өнүгүү жолунда элибизге ынтымак,
жакшылыктар көп болсун. Бөтөн жердеги мекендештер жакын туугандардын алдына аман эсен келишсин. Комментарийге колдоп, коштоп жазып коюңуз. يا عزيز يا غفار